я, когда покупала свечку, сказала, вы знаете, говорю, иду ставить свечку. Они говорят, у тебя кто-то умер? Ты идешь на кладбище завтра? Я говорю, нет, я иду сейчас. Я иду ставить свечку вот в память о 25 тысячах убиенных евреев в Румбуле. В советское время тема Холокоста была практически под запретом. В независимой Латвии о страшных событиях 1941 года говорили мало и редко. Многие жители страны до сих пор не представляют истинный масштаб той трагедии. Однако осознание постепенно приходит, в том числе и на официальном уровне. Второй год подряд по собственной инициативе в Румбулу приезжает глава государства. К сожалению, в этом участвовала и местная вспомогательная полиция. Этим преступлениям против человечества нет срока давности. В течение долгого времени эти ужасные события в истории Латвии умалчивались и скрывались от широкой общественности. Долгие годы уничтоженных в Румбульском лесу евреев поминали только представители нынешней еврейской общины. Сейчас все изменилось. Я очень надеюсь, что пришло осознание того, что это наша общая боль, и что мы можем жить только в единой Латвии. Если мы начнем разделять, то никакой Латвии не будет. Так что мы надеемся, что эта инициатива и запланированное на завтра зажигание свечей около памятника Свободы будет таким символическим шагом, демонстрирующим нашу общую боль. Идея провести акцию памяти «Мы помним, нам больно» в самом центре Риги принадлежит директору мемориала Жанису Липке Лолите Томпсоне и историку Каспару Зеллису. Чтобы это было в каком-то месте, где люди могут прийти и помнить, потому что такие официальная церемония, она была в лесу и в рабочее время. И как бы это банально ни звучало, люди не могут туда прийти. Эти люди, которых в 1941 году в ноябре и декабре уничтожили в Румбуле, были такими же гражданами Латвии, которые на протяжении многих столетий жили рядом с латышами и формировали как культурную, так и политическую среду. Начало флешмоба назначено на 6 вечера, но многие пришли заранее. Дорожки из зажженных свечей стали символами последнего пути. Никаких официальных речей, только свечи. Собралось несколько сотен человек. Люди стояли и не расходились. Об этом надо говорить, об этом нужно знать, и об этом нужно рассказывать детям. Просто надо отдать дань памяти погибшим. С окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет, но процесс осознания всего масштаба трагедии Холокоста все еще продолжается. Есть учебники, есть официоз, а есть чувства и действия простых людей. И это и есть наиболее важная составляющая исторического процесса. Анна Трудолюбова, Рига.